Мама закончила с отличием медицинский техникум, получала сталинскую стипендию. И ее планировали направить в Андижанский мединститут, предложили ей изменить национальность в паспорте, записаться узбечкой. Если бы она согласилась стать узбечкой, то и она бы, естественно, получила бы место в Андижанском медицинском институте. Мама отказалась, и поэтому врачом она не стала, осталась фельдшером. У нее была очень легкая рука, ее безумно любили пациенты, потому что она любила их и делала все для них. Я была еще подростком, мне было 11-12 лет, и меня стала интересовать медицина. Я стала вскрывать там умерших голубей, лягушек, приносить домой на балкон. Я устроилась работать санитаркой в операционную и была очень активным человеком. Я стала тут же секретарем комсомольской организации в этой больнице. Вставала в 5 утра, учила химию, биологию, физику, а потом к 8 утра шла на работу мыть полы в операционной. За эти годы я поняла, что идти в большую хирургию женщине очень сложно. И на 4-м курсе я пошла на кружок глазной. Совершенно случайно я попала в офтальмологическую операционную. Все было ужасно непривычно. Мелкие инструменты. Да, я не ощущала на руках иглы, нитки, которыми шьют глаза. И я не жалею, что я сделала этот выбор. Я считаю, что у меня вообще лучшая специальность в мире, потому что возможность слепому человеку вернуть зрение – это великая возможность. Это великая возможность. Я это делала уже сотни раз, но с каждым больным ты переживаешь все это заново. Я обожаю свою специальность, я люблю своих людей, пациентов, и я считаю себя счастливым человеком. В 1976 году, когда я работала вот в этой больнице МПС санитаркой, в эту глазную больницу попала соседка, узбечка. И в этой больнице лежали онкологические больные. И я стою у лифта на 1-м этаже, а по ступенькам спускается мальчик, у которого выраженный экзофтальм. Экзофтальм – это когда выпученные глаза, они были ярко-малинового цвета. Я на него посмотрела, и я тогда подумала, если мне в жизни повезет, и я когда-нибудь стану врачом, в эту больницу я не приду никогда.
Я ведь и администратор, да, безусловно, очень много административной работы, клиника очень большая. Мы делаем 25 тысяч операций в год, клиника, и поэтому я оперирую очень много, почти каждый день. И поэтому, когда я прихожу в операционную, я там отдыхаю. Я обожаю хирургию. Мечта, наверное, жить в Крыму. Но моя судьба сложилась, видите, в Москве. Я живу 45 лет, прожила в Москве, и профессиональная моя карьера сложилась в Москве. Но я надеюсь, что я приеду в Крым. Во всяком случае, видите, я построила дом и делаю все. Стараюсь помогать офтальмологам Крыма. Для меня очень важно, что я могу что-то сделать для Крыма.